С 3 по 4 апреля во Дворце спорта «50 лет Победы» Республиканским исполкомом Союза танцевального спорта было проведено первенство по танцевальному спорту. Стоит отметить, что исполком основался недавно, и данное соревнование проводилось впервые. Оспаривать звание сильнейших приехало более 370 пар, представляющие 19 клубов из разных районов республики: Намского, Бегино-Кангаласского, Усть-Алданского и Нюрбинского, а также поселка Сангар, городов Мирный, Ленск и Якутск. Конкурс идет по танцевальному, массовый спорт, когда вот начинающие танцоры, танцующие, и спортсмены, которые имеют Е-класс, Д-класс. И очень приятно, что наши танцевальные пары спорта высшего мастерства, юниор 1, юниор 2, молодежь сейчас очень хорошем высоком уровне танцует. 4 апреля на площадке Дворца спорта «50 лет Победы» мини-футбольный клуб «Заря» в рамках 1/4 плей-офф высшей лиги принимал Ишим Тюмень-2, город Ишим. Счет встречи открыли хозяева. Олег Казаков мощным выстрелом поражает ворота гостей. Спустя пару минут Александр Величко удваивает преимущество якутян. Гости же ответили дублем универсала Дениса Абушева, который и восстанавливает равновесие в счете. Под занавес встречи Олег Казаков снова выводит «Зарю» вперед и, казалось бы, приносит крайне важную победу. Но гости, благодаря усилиям Георгия Фурсова, в самой концовке игры снова сравнивают счет. 3-3, боевая ничья в первом матче четвертьфинала высшей лиги. 5 апреля на открытой местности 202-го микрорайона состоялся первый этап Ямаха Трофи, который стал открытием нового сезона для любителей экстремального вождения в категории «Внедорожники». Помимо них в соревновании участие принимали и квадроциклы. Всего же в этот день на трассу выехало 15 экипажей внедорожников, которые состязались по 3 категориям. Прототипы – это хорошо подготовленные автомашины для условий внедорожья. Спорты – автомашины средней подготовки. И туризм – автомашины без какой-либо подготовки, то есть заводской комплектации. Что касается квадроциклов, то участников было 10, а категория, по которой они соревновались – одна. Трасса, на которой проводились заезды, представляла собой извилистый маршрут с различными препятствиями, которые участники порой проходили не без труда. Главной задачей участников было прохождение трассы за лучшее время, без разрыва лент и ранений палок. Правила довольно-таки очень простые. И дается определенный коридор, то есть 2 коридора. Здесь у нас синхронная гонка. 2 коридора, внешний, внутренний. Да? Одновременно стартуют 2 участника. Да? Вот здесь мы как раз сейчас стоим на зоне перестановки. Делают 1 круг, перестанавливаются. В этой зоне запрещен обгон. Кто первый попал в него, тот имеет преимущество, соответственно, он перестраивается на другую. Сзади идущий уже перестраивается, соответственно, с круга на круг. Меняется, как 8-ерка получается, да? 5 апреля в местности Зеленый Луг состоялось открытое первенство города Якутска по спринтерской гонке. Организаторами соревнований выступило Управление физической культуры и спорта администрации города Якутска совместно с городской федерацией лыжных гонок. Участие на данном соревновании принимало 80 спортсменов из столицы и ближайших районов. Как и ожидалось, лучшие результаты показали лыжники, участвовавшие неделю назад на чемпионате республики по лыжным гонкам в Алдане. Среди мужчин победу праздновал Индеев Марк, город Ленск. У юношей лучшее время показал Петухов Альберт, ГСШ номер 4, город Якутск. Среди женщин лучшей стала Попова Анна, Северо-Восточный федеральный университет. А в категории девушки победу одержала Курчатова Фаина, город Якутск. А 6 апреля во Всемирный день спорта Зеленый Луг стал местом старта всероссийской эстафеты «Лыжня России». Якутские этапы данной эстафеты проводятся с 2005 года, и с каждым разом число участников увеличивается, как и спортивные показатели. В этом же году участие приняло более 2500 любителей лыжного спорта, среди которых был и министр спорта Республики Саха-Якутия Михаил Гуляев, занявший почетное 3-е место в Виповском забеге. Сегодня я сам участвовал. В прошлом году занял 7-е место, в этом году 3-е место. Но, конечно, зимой бегал именно в манеже, а весной, как позволяет время, 5-6 раз стал на лыжах и, видите, занял 3-е место. Конечно, я очень рад, что многих молодых своих коллег победил. Участников каждым годом увеличивается. Благодаря именно массовости повышается и мастерство.
благодаря хорошей, именно продуманной работе наших тренеров, во главе главного тренера Васильева Виктора Леонидовича, повышается именно спортивные показатели. В этот же день в рамках лыжного праздника было проведено открытие первой спартакиады работников физической культуры и спорта, которая началась с лыжной гонки. За звание сильнейших боролось 10 команд, которые состязались в пятиэтапной эстафете. Министерство сделало эту спартакиаду, потому что наши работники, то есть работники физической культуры и спорта, не должны сидеть в кабинетах, но и также они не должны забывать о спорте, о физической культуре, то, что они должны заниматься физической культурой и спортом и должны также тренироваться. Также у нас, я думаю, очень хорошо подготовлены и следующие этапы, и мы думаем, что со временем будет еще больше команд. С 11 по 13 апреля в городе Якутске во Дворце спорта 50 лет Победы состоится чемпионат Республики Саха-Якутия по смешанным боевым единоборствам ММА. Чемпионат является отбором сильнейших бойцов для формирования и участия в чемпионате Дальнего Востока, который состоится в мае в городе Якутске. 12 апреля в 10:00 начало соревнований, предварительные схватки, 1/4 финала. 13 апреля в 10:00 полуфиналы, 14:00 финальные схватки. Справки по телефону 8 914 294 92 69.